В Нерюнгринском районе люди пострадали от укусов клещей. Какова ситуация и статистика с этой проблемой в районе? И что советует населению Роспотребнадзор в качестве профилактики? Рассказывает Екатерина Павлова. Если сравнивать статистику, 2 года назад в Нерюнгринском районе было зарегистрировано 64 случая укуса клещом. Вирус клещевого энцефалита был обнаружен в 10 клещах. В прошлом же году от укусов клещом в районе пострадало 26 человек. Основными местами, при посещении которых люди заметили у себя клещей, были трасса Нерюнгри-Тында, река Тюльман и дачи в районе Нерюнгринской ГРЭС, Комарова и водохранилища. На сегодняшний день, на 31 мая, обратилось 5 жителей Нерюнгринского района в связи с укусами клещей. Это 2 взрослых и 3 детей. Всем оказана медицинская помощь, клещ извлечен, поставлен гамма-глобулин, и эти люди под медицинским наблюдением. В настоящее время у нас открыт пункт приема клещей. Это у нас на Сосновой улице, дом 5, на 2-м этаже, куда можно принести извлеченного клеща. Все клещи отправляются в Якутск, в вирусологическую лабораторию для исследования, энцефалитный клещ или нет. Роспотребнадзор призывает всех жителей района своевременно проводить профилактические мероприятия. Самым эффективным методом профилактики является вакцинация. Своевременная прививка против клещевого энцефалита позволяет избежать серьезных последствий со стороны здоровья и даже жизни людей, потому что страдают в первую очередь центральная нервная система и двигательный аппарат. В зависимости от типа вакцины, от вида ее, производится вакцинация разными схемами. Та вакцина, которая на текущий момент имеется в наличии в лечебных учреждениях Энцевир, она позволяет вакцинировать следующей схемой. Первая постановка, потом через месяц и через год. Вторым не менее важным вопросом по профилактике клещевого энцефалита является, конечно, проведение акарицидных обработок. На текущий момент такие обработки проводятся на будущих площадках летнего оздоровительного отдыха детей, территориях массового скопления людей, детских садах, парковых зонах. Ведется работа с управляющими компаниями по проведению обработок на территории придомовых зон, на территории всех населенных пунктов. При посещении лесопарковых зон необходимо помнить о дополнительных мерах профилактики, таких как форма одежды, так называемые противоэнцефалитные костюмы, использование репеллентов и обязательный осмотр всех открытых частей тела после выхода из парковой зоны. В случае нападения клеща и нахождения его на теле человека необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для оказания первичной профилактической медицинской помощи. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.